Война для всей страны стала трагедией. И если взрослые с уже сформированными психикой, здоровьем, навыками как-то справлялись, то дети переживали гораздо сильнее. Сейчас говорят, что дети в то время взрослели раньше, потому что в их жизни были боль, отчаяние, голод. Так ли это на самом деле? Что делали дети во время войны? Где учились? Чем питались? Как выживали? Обо всем этом мы попросили рассказать героя нашего сюжета Осокину Валентину Ивановну, которая родилась в 1939 году в деревне Верхняя Котья Вовожского района Удмуртской ССР. Всю свою трудовую жизнь ей приходилось работать на различных должностях рядом со своим мужем, кадровым офицером советской армии. Валентина Ивановна, к началу Великой Отечественной войны вам было очень мало лет. Но, может, что-то вы помните из этого периода? Ну вот я помню, что мы голодали где-то. Мама пришла, да, и нам говорит: сейчас я сварю вам, дети, картошку. И полезла под подполье. Говорит, вы сейчас, говорит, вы говорите: дай Бог, и я наберу картошку. И она слазила и чугунок картошки набрала в подполье. И мы вот так вот свесили голову, и говорим: дай Бог. Она вылезла с картошкой, сварила нам вот одну картошку, помню, я одну картошку она варила. И мы так поели этой картошкой. Значит, было голодно, так я поняла вот сейчас. А хлеб какой-нибудь вы ели? А хлеб, ну, не помню, хлеб мы вот, наверное, какой-то хлеб был, но она резала, помню, на кусочки. Какой хлеб, не знаю. Позднее я уже, голодный, когда война кончилась, так мы хлеб мешали как-то с лебедой. Вот ели. У нас было много. Отец ушел, когда на фронт. И в 18 лет ушел брат старший, Николай. Ему было 18 ровно лет. Вот. Ну и вот. А мы остались, сколько у нас, Василий старший, 30-го года. Люба, сестра, 27-го года. Брат мой еще 32-го года, но я 39-го. Ну вот что Виктор в 42-м году родился. Отец-то ушел. Он бригадиром тракторной, видно, бригады был, что ли там. Бригадиром был на тракторах. Он детей учил 14-15 лет на тракторе. Вот, да, вот, и чтобы они ходили, ездили. И он остался до 42-го году, он ушел где-то. Так вот, да. Вот, а в 42-м году брат ушел, вот, 18 лет. Погиб на фронте он. Пропал без вести. А ваша мама, наверное, работала в годы войны? Она работала завхозом во время войны. Ну, тогда время день и ночь, видно, в общем, да. Так она поздно, мы одни спали, в общем, да, вот с братом своим. Ну, мы там, братья тоже были старше, тоже с нами. И она приходила поздно вечером уже, даже и ночью идет иногда. Убирали урожай, видимо, так, с полей. Вот. А когда мамы вашей не было дома, вы чем занимались? Сидели, если зимой, так у печки сидели, грелись. А летом бегали во дворе, на речках. Ну, любили, наверное, все равно, хоть и тяжело жилось, играть любили, чем-то Играть заниматься. любили, да, играли, занимались. Может, помните, прятки, наверное, играли, в прятки, помню, прятались. Валентина Ивановна, вот расскажите, а приходили ли вам письма с фронта, похоронки? Помните вы я это? помню, мама читала письма от отца, вот от брата моего читала она и плакала. Но как в письме, вот я только читала письмо, уже где-то училась я, читала письмо, зачитанное уже было от брата. Он вот писал, под Ленинградом был бой, значит, да, он писал, на пенечке я пишу, в общем, да, пока какой-то, значит, передышка там, отдых. А завтра снова бой. И после этого письма не было больше писем от него. Вот только я, потому что я читала это письмо, она перечитывала, и она очень хранила, а потом куда-то письмо делось, я даже не знаю. Скорее всего, он в этом бою погиб.
Да, в этом бою, наверное, погиб. А много вообще родственников ваших ушло на фронт, и многие ли вернулись? Я помню, вот дядя ушел, дядя вернулся, тоже весь этот израненный. Зорин Лукаян Никитич, это мамин брат. И Зорин Демьян Никитич тоже воевал, тоже брат. Вот сейчас они умерли. Но они живые, вернулись. Тут раненые. Зорин Лукаян Никитич играл очень на аккордеоне. Да, вот, хорошо тогда. Он научил тогда, вот Василий научил, брата вот Сониного мужа научил играть на гармошках. И там потом брат научил младшего брата, и так у нас гармонисты тоже появились. Валентина Ивановна, расскажите сам День Победы, какой он был? Ну вот День Победы, я помню, у нас был конный двор, значит, там, и стоя на телеге стоял мужчина с флагом, да. И что он говорил, он что-то говорил, все хлопали все, кто плакал, кто, в общем, да, это, веселые были, хлопали, что-то ему все, в общем, да. Но больше все плакали, как будто радовались, конечно. Это был День Победы, я так поняла. Ну, вот, а потом я помню, отец пришел с фронта, он был ранен, он был связистом, в 1945 году его ранили, он был награжден медалью за отвагу. Вот. И он вернулся в конце мая, потому что он в госпитале лежал. Значит, он почти до Берлина не дошел немного. В 1945 году, в конце мая он пришел, это не с фронта, а с госпиталя. Я бабушке помогала, помню. Просто сеяли всегда. И вальком вот колотила просто. И когда женщина зашла и сказала бабушке, бабушка забегала кругом, это засуетилась. И потом говорит, да что ты, Валь, сидишь? Беги скорее, отец же пришел. И я помню, бежала босиком по лужам. И когда забежала домой, смотрю, значит, много народу, мужчины стоят. Думаю, а где же отец? А отец в военной форме. Я поняла, что отец в военной форме, это мой отец. Я подошла к нему, и он меня поднял, так зашикотал. Я говорю, ой, колется. И он сказал, говорит, большая ты выросла, доченька. Вот это я хорошо помню. А как встречали других победителей, возвращались? Возвращались, ну тоже так же, вот если вот пришел, вот военный пришел, ага, вот пришел такой-то, и все бегут туда. Если его что спрашивают, а не видел ли нашего, не видел ли там, да, где чего, где ты воевал, может, ты встречал вот так, да. А многие там, конечно, погибли. Это вот. Ну, похоронки, видно, приходили, да, кому там, да. Деревня-то большая была, 2 километра, вон так. 100 домов, наверное, было тогда. Многие, наверное, получив похоронки, верили, что вернутся да, их мужья, братья, многие, да, дети. вернутся. Расскажите, в каком году вы пошли в школу? Я пошла в 1947 году. Пошла 1 класс. Учительница была у нас Макрушина Татьяна Егоровна. Очень так строгая, требовательная, но справедливая. Вот. Она, значит, а мы что, пробегаем днем, а лампы же были, керосиновые лампы стояли. Вот это пробегаем, а отец так строгий был. Пробегала, ложись спать. Ага, вот. Ну и мы ложились спать, и уроки не выучены. Она нас оставляла после уроков. И мы учили, не выучишь, а не уйдешь домой. И, конечно, старались выучить все. Потом она там жила в школе. Значит, и что, она с нами сидела. И я очень много, таблицу умножения, долго учила. После уроков только все. И она нас, до сих пор я таблицу умножения на 5 знаю. С тех пор уже там. Вот. Потом мы что? А на чем писали? Писали мы, да, тетради не было. Отец, когда пришел с фронта, писателем был, и выписывали газеты. И вот между строчек газет, вот там, да, писали. Вот, ну, больше на доске писали. Это в школе-то. А ручки какие у вас были? Ручки были у нас перья такие, и чернильницы. Были такие химические. Да, вот. Там карандаш был химический. Видимо, растворяли, значит, да, и вот. Так писали мы.
промокашечки были, промокали. Чем увлекались в школе? Какие мероприятия были? Пели, хор был, в общем, да, песни пели мы, много очень песен, да, это таких вот военные, такие, в общем, да, вот она учила песни. Вот это Новый год, помню, елка, большая елка там, да, и наряжались. Вот, мы вдвоем еще помню, с Виктором сидели мы, Торин Виктор, мы с ним сидели, в общем, да, вот. Он маленький какой-то был, и я маленькая на первой партии. Значит, «Стрекоза и муравей». Нам с Валиприги приходила сестра двоюродная, и она нам готовила все это. И вот «Стрекоза и муравей», я была стрекоза, а он муравей. В больших сапогах отцовских не было, так мы топали вокруг елки. Елка большая была, и мы сами игрушки делали, вот такие из бумаги, красили красками, значит, да, и цепочки, в общем, да, на елке. Хлопушки делали там, да. Ну, родители нам помогали там все. Но елочка была хорошо наряжена, все. Зато она до потолка такая большая елка. Ну что еще? Мама связала мне носочки, а я вокруг елки-то плясала в носочках, беленькие носочки, и все говорили: да чья-то это девчонка-то пляшет, ой, как хорошо, чья-то она пляшет-то. А я там кружилась, крутилась, ну, стрекоза так. Значит, вы были очень веселые и, наверное, любили игры. Чем занимались? Какие игры играли после школы? Играли мы больше в прятки, потом вот это играли, как еще там, да. Вот- Мяч играли, мяч, помню, мяч играли, мячик был уже. Это же у был нас. военный период. А вот играли ли вы в войнушки? После Очень любили ли войнушки. такую игру, дети? По-моему, играли. Ребята играли больше, да. Вот. Играли. Войнушки. Кроме учебы, вы еще, наверное, работали очень много. Ну, это уже Помогали колхозу. там, да, помню я, и мы вот пололи, постарше были уже мы, в классе, наверное, в 4-м, вот такие вот, да. Там 4 года мы учились в школе, ой, здесь в деревне Катья. Помню, лен ходили, ведь помню, наш председателем был у нас, потом уже не отец был, как Александр Никонорович, такой строгий был. Он нам все говорит, нам что, трудодни там были, ничего там нам ничего не давали. Давали только, говорит, вот видите по куску хлеба, значит, там мед у нас, это пчелы были, значит, да, и мы по куску хлеба берем, и нам намажет, мы слижем, опять снова и бежим к нему. Хитрили. Ага, хитрили. А потом, говорит, горох так любили. Он говорит, вот, мы по горох пойдем. А он говорит, вот столько сделайте, лен вытеребите, значит, да, деревите его 100, по-моему, снопов. Дальше-то, говорит, горох. А мы, значит, чего, лен, старались, пошли, искали. Где-то мы там, вот, где-то почти у Варей, там где-то. Искали. И все везде рожь, везде там все, пшеница там, да. Не нашли. Пришли домой, а нас потеряли уже. Где вы были, говорит. Так я говорю, мы горох искали. Отец, вы где искали-то? Так горох-то он угорело болото. Мы так, ладно, мы на другой день пошли на горох туда. Все мы сюда. Кто тут, значит, пошли. И на горох-то пошли, значит, и видим, это на лошади там пыль. Этот председатель едет. Мы напугались, а там горело болото, залезли в болото. Которые в рожь там убежали, значит, да, вокруг болота ездит и говорит, выходи, меня-то Валь, знаешь, что это, выходи. Я ничего не сделаю, выходите. Он испугался, что там кочка, там мы на кочках сидели, а кругом сыро. Вот. Потом, значит, уехал он. Мы пришли домой. Он у нас сидит на скамейке. Дома сидит. Я как, заходи. Говорит, как атаманша, по-моему, он как-то назвал меня. Говорит, я как убежала на луга. А потом на другой день отец привез нам целый нам на кошовку целую гороха этого. Говорит, нам не жалко, говорит, гороха-то, говорит, но вы истопчете, потом как косить-то? Он говорит, говорит, давай, вот ешьте.
во двор вывалил, там на 5 у нас это были. И я все собрала там всех этих ребят, и мы сидели около горох, как эти воробьи клевали этот горох. Помню, да. А как вас кормили в школе? В школе кормили, помню, я картофельный, суп картофельный. Вот. Один. Суп больше ничего там не, только картофельный суп. Но я до сих пор люблю его. Суп этот часто Детские картошку отварю, воспоминания. да, это заварю и ем. А была ли около вашей деревни речка? Да, Лес? речка, вот лес, рядом лес, конечно, там, да, мы ходили. Собирали ягоды, грибы, собирали малину. Ели мы еще, знаете, вот, когда цветет елка, называлась севериха, севериха. Есть-то нечего было. И мы вот ели эту севериху. А и пихта цвела, тоже кисточками. И пихту вот ели. А не пихта, нет, как ее? Сосна. Цвела кисточками. Ели вот там щавель собирали. Кислинка называлась, все называли ее. Как только начинается, мы там на лугах. Потом Наверно. мы ели этот хвощ, называл, как он, пестики, что ли, наши называли. Он только весной только поднимается, да, это очень вкусный, сладкий. Вот мы на подножьем корму все. С ранней весны начиная Ага, все так. до поздней До осени. поздней осени. Но потом участок свой же был там. Так, с А ловили участка ли там. вы рыбу? Ну вот с очками ловили рыбу. Вот делали сачки сами так вот. Даже не сачки, как мы вдвоем, например, вот по платком вот так вот поймаем там, ловили рыбу, уху варили. Картошку пекли, когда вот картошку копаем, картошку пекли прямо на лугах. Что вам нравится в нынешней молодежи? И что бы вы им хотели пожелать? Ну, больше молодежи нравится, что вот, которым учатся они, идут, сходят в армию. В общем, да, вот именно в армию сходят. Ну и потом что, чтобы защищали свою родину, любили свою родину, защищали. Вот, то я пожелала бы так.